Но это не единственная история успеха. Есть еще один парень, который добился того, чтобы его взяли в самую успешную интернет-корпорацию. Погоди, ты сейчас о ком говоришь? Я говорю о молодом, успешном, умном, трудолюбивом парне из Кыргызстана, Тилеке Мамутове, который подал свою заявку на работу в Google. Ой, что замахнулся. И его взяли. И сейчас он является собой пример для многих программистов Центральной Азии. Но подробнее о себе он расскажет сам. Привет, Тилек! Всем привет! Меня зовут Мамутов Тилек. Сейчас я нахожусь в Ирландии, в главном европейском офисе компании Google, где я работаю уже 4 года. Я нахожусь на 6-м этаже здания. И тут как раз я сижу, и здесь находится моя команда качественного поиска, где мы усердно работаем над продуктом, который многие из вас пользуются, и надеемся, вам нравятся результаты поиска. Сейчас я бы хотел вам показать немножко кусочек, как выглядит офис, а также покажу, как выглядит наша комната для игр, и чтобы вы увидите, чем мы занимаемся в свободное от работы время. Так, сейчас я вам покажу кухню. На этой кухне команда ирландского офиса Google частенько собирается за обедом, чтобы обсудить новые проекты или креативные разработки. Это видео Тилек снимал на мобильник, так что мы погружаемся в офис Google с нашим инсайдером. Руководство компании Google считает, что ни один сотрудник не может работать хорошо, если от его рабочего места до ближайшего кафе более 50 метров. Мы решили показать вам столовые, фудкорт на современный лад, еще нескольких офисов Google по всему миру. А Тилек продолжает свою экскурсию по ирландскому офису. Куда мы направляемся теперь? В его кабинет? Нет, не угадали. Следующий пункт назначения – это… Сейчас я как раз иду по коридору в комнату для игр. Вот и она. Здесь у нас есть 2 стола для настольного футбола, так называемый футбол, Arcade Mania и Xbox Kinect. Сейчас я вас познакомлю с моими коллегами, которые зовут Alvar и Gyula. Hey guys, Hey there. say hi to Matrica. Hey, Matrica. How are you? So this is Alvar, he's from Spain, and this is Gyula, he's from Hungary. These are my colleagues. So let's say bye. Вот так выглядит наша комната для игр. Тилек, как и тысячи других пользователей по всему миру, всегда был фанатом продукции Google. Еще в 9 классе он впервые узнал о глобальной паутине. Сначала это были чаты и форумы, где его знали под ником Дайвер, что значит ныряльщик. Но после, когда выросли объемы информации, подешевел интернет и увеличилось время, проводимое в паутине, у Тилека расширились горизонты. Теперь его все знают под ником Skydaiver, что значит небесный ныряльщик. Кстати, Тилек всерьез увлекается серфингом. Это такая вещь, когда тебя пару раз волной так сильно унесет, что ты вообще забудешь его и будешь думать только о море. Ну, такие вещи тоже очень, очень нужны в жизни, чтобы совершенно отсоединиться от всего мира, и это очень расслабляет. В 22 Тилек получил предложение, про которое говорят невозможно отказаться. Приглашение на работу в самую крупную мировую интернет-корпорацию. Я вообще, стыдно сказать, но я даже не дерзнул вначале подать. Я думал, это что-то такое нереальное, заоблачное. В один прекрасный день мне пришло письмо на e-mail от рекрутинговой компании Manpower. Письмо говорило, хотите ли вы работать в Google, и т.д. и т.п. Но я вообще вначале очень сильно удивился, потому что я думал, это просто спам. Приходят разные же похожие письма. Я думал вообще удалить письмо. Он бы его и удалил, если бы не адрес отправителя – Manpower. Он не был похож на спам. Тилек ответил на письмо и… По закону жанра здесь следовало бы сказать, что он сразу же попал в Google. Но это не так. Для Тилека все только начиналось. Он прошел собеседование и вроде бы даже успешно, но в последний момент вакансию урезали. Тилек не прошел. И это даже не удивительно. Американский офис компании Google ежедневно получает более 1000 резюме. Работа в этом интернет-гиганте – мечта для многих. Любой сотрудник Google, который получает образование и учится на отлично, поощряется компанией $8000 в год. Деньги тоже на обучение. Если сотрудники приводят в штат человека, и тот проработает 2 месяца, компания выплачивает сотруднику $2000.
При усыновлении ребенка Google внесет $5000 на уплату всех сборов. А по данным издания New York Times, у более 1000 сотрудников есть акции компании стоимостью более $5 миллионов. И через полгода, я когда подал, меня сразу пригласили на собеседование в Ирландию. Уже в этот раз оплатили билет и так далее. И уже собеседование несколько прошло успешно. И после этого меня уже со второго раза взяли. Это уже было нереально счастлив. И теперь Телек – член большой мировой команды. Он работает над качеством поиска в Google, а также программированием проектов. Вне работы Телек и его жена Айжан Джумукова увлекаются активными видами спорта и путешествуют. Они познакомились в Бишкеке благодаря студенческой программе SAIF. Туда они поехали на семинар. Но потом Телек уехал в Ирландию. Целый год они общались по телефону и в интернете, пока не поженились и не переехали в Дублин. И там чета Мамутовых далеко не единственная из Центральной Азии. Наши уже повсюду. Мы очень дружно, в принципе, общаемся. Хотя даже мы очень сильно разбросаны. Допустим, вот с Кыргызстана у нас я в Ирландии, потом есть парень Олег в главном офисе Матунью, Улан начал в Мюнхене, и Медер он в Сиднее. Это нереальный разброс. А еще очень хорошо общаюсь с Рустемом Арзамбетовым с Казахстана. Мы с ним, можно сказать, думаю, друзья. Они раскиданы по всему миру. Люди из Центральной Азии. Их объединила не только одна работа в Google, но и одна цель – создавать полезные новые продукты и разрабатывать проекты, которые принесут пользу обществу. Это только возможно потому, что мы очень сильно трудимся, и у нас нашу работу измеряют по нашим результатам, а не по количеству часов, которые мы отрабатываем. Надеюсь, вам было интересно такой маленький кусочек того, как выглядит офис Google. И спасибо вам, что смотрите «Матрицу», тем, кто смотрел передачу обо мне. И всем удачи, всем пока.